История нашей страны знает немало примеров силы духа, самоотверженности, искренней преданности Отечеству, примеров стойкости и мужества, которыми закалялась и укреплялась российская государственность и ковалось великое право России называться и быть державой. Славный пример отцов и дедов передается из поколения в поколение. Служение Отечеству – это не только военная служба, но и повседневный труд каждого на своем рабочем месте, исправное выполнение своего гражданского долга и активная жизненная позиция. На торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника Отечества, собрались настоящие мужчины с большой буквы, те, про кого говорят «за ними, как за каменной стеной». В их честь в этот день звучали песни, выступали творческие коллективы, свои слова поздравлений передали представители администрации и военного комиссариата. Защита Родины всегда была и остается священным долгом и конституционной обязанностью каждого гражданина нашего государства. Через службу в вооруженных силах прошли миллионы наших граждан, и для большинства из них это стало настоящей школой жизни. Именно в армии и на флоте молодые люди учатся собранности, достижению цели, умению держать удар. Походы, учения, военный порядок – все это по плечу только сильным людям. И для них служба Отечеству – это не просто воинский долг, это и призвание, и смысл жизни. Это тяжелый ратный труд, который всегда в России был в почете, всегда был на особом счету. Вся история нашей страны буквально пронизана традициями, идеями и ценностями военного патриотизма. Патриотизм в армии и гражданственность российского офицерства во все времена питали духовность российского общества. Мы гордимся талантливыми полководцами и бесстрашными бойцами. Гордимся солдатами России, которые умели отстоять не только собственную страну, но и не раз спасали мир от завоевателей. Как отметили выступающие, 23 февраля – это еще один из дней, когда мы говорим спасибо ветеранам Второй мировой и локальных войн, когда мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защитил право России на свободу и независимость, когда желаем удачи ребятам, охраняющим рубежи Родины. Это день, когда мы особенно остро чувствуем наше единство, и он стал двойным праздником для тех, кто получил заслуженные награды. Пошел в армию я поздно, в 24 года. Попал в воздушно-десантные войска, изначально в учебный центр 242 в Омске, в Сибири. По окончании учебного центра был перенаправлен в десантно-штурмовую бригаду, город Камышин, под Волгоградом. Ну а там уже служба завязалась интересно, я попал в контрактный батальон, так как был специалистом. Получил воинскую специальность и стал специалистом 3-го класса. Оттуда уже был распределен в профессиональный батальон. Служили вместе с военнослужащими по контракту. Ну и все, в принципе. Там довольно-таки большое количество командировок у меня было. И вот пришла моя вторая медаль, долгожданная. То есть первая медаль у меня была за участие в параде в Волгограде. Вторая медаль уже за другие заслуги. Алина Полянская, Гуль Хамитова, Дамир Хайбулин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.